Здравствуйте, это программа «Интервью дня» на телеканале ТВ-24. И сегодня в студии Татьяна Рамазанова, ведущая, и мой гость Виктор Сергеевич Чихжит, исполняющий обязанности министра культуры Республики Тыва. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Сергеевич, как мы все знаем, благодаря содействию и работе Владислава Товариштовича Хавалыга, временно исполняющего обязанности главы федеральных министерств, республике дополнительно выделено 1,5 миллиарда рублей, которые пошли сейчас на самые нужные, важные отрасли. Насколько я знаю, отрасли культуры также выделены средства. Расскажите, куда они пошли? Я рад приветствовать всех наших телезрителей. Действительно, правильно, из-за 1,5 миллиарда рублей, которые выделено правительству в Туву, нам в отрасли культуры выделено 15 миллионов рублей. За что мы очень благодарны Владиславу Товариштовичу, главы республики, за такую огромную поддержку отрасли нашей культуры. На эти деньги, как все знаем, что в этом году, начало этого года, 2021 года, стартовали мы, губернаторский проект «Сорунза», который подразумевает, строительство клубов, домов культуры. В этом году 7 домов культуры. Это такие дома культуры: Тустаг Вюрского кажуна, Кызылтайга Судхольского кажуна, Пижиктыхая Парунхемского, Карахоль Пайдагинского, Козларык Тантынского кажуна, Тейзы Ахсы и Эржей Кахемского. Вот таких клубах, кажунах, сумонах у нас идут, полным ходом идет строительство вот этих домов культуры. Конечно, деньги были заложены наш республиканский бюджет для строительства. В основном это строительство по линии Министерства культуры выделяются строительные материалы, и за счет силами, скажем, кажунов, администрации кажунов, сумонов, рабочая сила и строительство. Вот. И вот эти клубы сейчас строятся. Деньги, конечно, заложены были в основном на строительство. Из-за скудного нашего бюджета мы, конечно, не смогли полностью обеспечить оборудованием, оснащением. Вот благодаря поддержке Владислава Товариштовича, 15 миллионов, 11 миллионов мы направили на то оборудование, скажем, оснащение, оборудование этих 7 клубов. А что будет в этих залах? Так, в этих залах на этот 11 миллионов мы уже тендера объявили, сейчас уже начинаем поэтапно уже получать эти оборудования. Театральные кресла зрительного зала, сценическая одежда, самые первые необходимые, звукоусилительная аппаратура, световое оборудование зала. Там еще мебель внутри кабинетах, рабочая офисная мебель, компьютеры и оргтехника тоже. В общем, в целом это нормальное, доступное, хорошее оснащение мы сделаем благодаря этой поддержке. Конечно, мы аукционы, тендерные торги есть. Благодаря этой из 11 миллионов еще у нас 3 миллиона вышло на экономию. И с экономные деньги мы тоже туда же оборудуем, брусчатки, благоустройство территории, брусчатки, бордюры, там скамейки, урны для мусора. Это благоустройство тоже мы на оставшиеся суммы тоже мы выделяем. Поэтому, сегодня Владислав Товариштович, когда ездил по кажунам, он большое внимание уделял именно обустройству всех территорий, чтобы были и в селе, и в городах, и в поселках такие пространства городские, сельские для людей, чтобы они могли отдыхать. А клубы, они всегда ведь были на селе местом притяжения. Да. И, насколько я знаю, ведь Минкультуры участвует в различных проектах, и в национальном проекте «Культура», и в проектах «Единой России», тоже по линии культуры. Какие?
Ну, в этом плане, конечно, я немножко расскажу по Сарунза. Действительно, вот эти вот уже деньги выделены. Сейчас мы сумеем уже полностью, полноценно получить вот эти вот все клуб и оборудованный, и благоустройство территории. Вот это вот все очень отрадно. Мы очень То есть клуб, благодарны. куда можно прийти, отдохнуть? Да. Вот. Ну, помимо этого, конечно, вы правы в том плане, что по линии Министерства культуры России, значит, идет уже с 2017 года уже идет ежегодно, скажем, национальный проект «Культура», который мы получаем федеральные субсидии. И в текущем 2021 году, если в рамках вот строительства, капремонта, тоже нам деньги выделены. И мы на сегодняшний день делаем капитальные ремонты, значит, домов культуры. Следующий домов культуры это Хыложу, Юхшина, да, Тесхемского кажуна, Дом культуры Сокпак, Кызыльского кажуна делаем капитальный ремонт. И Дом культуры Хемджик, Пайдагинского кажуна, Дом культуры Актурух, Чахольского кажуна, Дом культуры Ишкин, Судхольского и, значит, Дом культуры Черби, Кызыльского кажуна. Вот в 6 клубах мы сейчас делаем капитальный ремонт за счет федерального бюджета. Мы вот буквально тоже вот в начале октября уже завершаем. Кое-какие клубы уже готовы. Вот поэтому мы сейчас уже завершаем капитальный ремонт вот этих 6 клубах. И помимо этой еще детские музыкальные школы. В 3 музыкальных школах искусств тоже делаем капитальные ремонты. Это Торахем, детская школа искусств Торахем, Толжинского кажуна. Уже завершаем тоже капитальный ремонт. И детская школа искусств Ховаксы, Читыхольского кажуна. Тоже завершаем ремонт. И, значит, детская художественная хореографическая школа, танцевальная хореографическая школа города Кызыла. Тоже вот мы завершаем. Вот буквально вот, получается 9 объектов, да, 6 домов культуры и 3 детские школы искусств. Мы завершаем капитальные ремонты за счет федерального бюджета. И вот буквально к концу сентября, в начале октября мы уже будем как бы завершить и, значит, уже вступить на работу. Вот такие. Я могу ошибаться, но мне кажется, до того, как появились вот все национальные проекты, в том числе и проект «Культура», наши клубы, и не только в Туве, в России в целом, они были в достаточно плачевном состоянии. Да, Сейчас же ремонтируются по всей стране. Да. Все вот те клубы, которые еще можно отремонтировать, и отремонтировать капитально. И библиотеки тоже. Ну, я, наверное, с вашего позволения добавлю еще с 2019 года, по-моему, уже стартует тоже еще один проект Минкультуры России «Модельные библиотеки». Ну, это реконструкции, да, вот, пополнение книжного фонда, полностью оснащение библиотеки, ну, модернизация, да, модернизация библиотек, сельских библиотек. Мы уже ряд кажунов уже начали, уже получили эти финансирования. Вот, ТВХЯ, библиотека села ТВХЯ, Зункемского кажуна. Мы вот, уже модельную библиотеку открыли. По-моему, вот на днях открылась библиотека, где да, новая модельная. Да, мы вот буквально на днях тоже открыли. Это библиотека Кызылмажалок, детская библиотека Парунхельского кажуна, Кызылмажалок, мы вот буквально на днях. В общем, выделяются деньги 5 миллионов рублей на одну библиотеку. Это на сельские, если филиалы, сельские библиотеки 5 миллионов, если кажунные, то есть на кажунном уровне, районная библиотека или там городская библиотека, 10 миллионов выделяется. Вот. В этом году, если взять буквально вот сейчас, да, мы уже назвали Кызылмажалок, вот буквально открыли, да, на днях в Рио главы Владислава Таваштаевича, если мы побывали. И мы сейчас намечаем еще одну библиотеку модернизированную. Это будет Хыльчук, села Хыльчук, Чедыхольского кажуна. Тоже 5 миллионов получили, тоже модернизацию сделали. Сейчас буквально тоже на днях мы должны открыть. Еще помимо этой дополнительно в этом году Минкультура России
за счет экономии нам выделили еще на 2 библиотеки. Это 10 миллионов на Агдоврадскую городскую библиотеку. Мы уже сейчас деньги получили, сейчас уже модернизацию начали делать. Вот. И Судхольская кожунная детская библиотека, тоже деньги 5 миллионов получили, уже сейчас начали делать. Вот такие библиотеки тоже. И на следующий год, 2022 год, тоже намечаем тоже также продолжать. И модельные библиотеки, модернизацию. Ряд библиотек мы за конкурс сейчас ждем результата конкурса Минкультуры России. И помимо этого и детская музыкальная школа, и дома культуры тоже также будут То есть работа будет продолжена. Да. Спасибо большое, Виктор Сергеевич, что вы пришли к нам в студию. Я напоминаю, что это была программа «Интервью дня» на телеканале ТУВА-24. И с исполняющим обязанностей министра культуры Республики Тыва Виктором Сергеевичем Чикжитом мы говорили о том, как ремонтируются библиотеки, куда вложены, сколько вы сказали? 15 миллионов. 15 миллионов рублей от 1,5 миллионов, которые были получены благодаря содействию в Рио главы Тувы Владислава Хавалыга для Республики Тыва. Спасибо, Виктор Сергеевич. Всего доброго.